Приветствую вас, дорогие тельцы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 26 февраля по 3 марта. Мы с вами посмотрим прогноз на круглой колоде, я вытащу 5 карт. Первая это будет ваше настроение, внутреннее состояние и 4 карты сферы жизни. Любовь, работа, деньги и здоровье. Смотрим тельцы, период с 26 февраля по 3 марта, прогноз на неделю. Покажите мне настроение тельцов, личную жизнь, работу, деньги и состояние здоровья, самочувствие. 5 карт подряд, тельцы. Настроение ваше, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и состояние здоровья. Кубики, покажите мне для тельцов период с 26 февраля по 3 марта. Пятый дом показывает, что важным будет то, что вы любите на этой неделе. Поэтому обязательно уделите внимание хобби, увлечениям, может быть, спорту, если любите спорт, детям. Дети, пятый дом у нас за детей отвечает, дети, внуки, вот. Поиграйтесь, проводите время, гуляйте вместе. В общем, займитесь любимыми вещами. Знак зодиака Весы, общение с весами может быть много. И смотрите, и влиять на вас будет солнышко. Солнце дает всегда оптимизм, хорошее настроение, дает много энергии, сил, дает защиту, в том числе солнце, желание быть в центре внимания. Такой эгоизм может, вот из минусов вы можете быть немножко эгоистичны. Ну, в принципе и все. Ну, сейчас будем смотреть, как у вас будет проигрываться влияние этого солнышка на вас. Смотрим настроение. Ну, вот видите, не проигрывается. На вашем настроении не отражается влияние солнца. Наоборот, солнце дает свободу, а у вас, наоборот, ощущение загнанности такой. Я думаю, что это солнце в вашем случае может тогда проиграться в здоровье. Опять же, надо будет проверить. По состоянию, может быть, знаете как, может быть, у вас вот такое состояние будет, но солнышко начнет на вас влиять, и к концу недели вы немножечко так оттаете. Ну, дай бог, конечно, чтобы так было. Потому что здесь, наоборот, противоположное такое состояние, когда ты чувствуешь какую-то подавленность, загнанность, беспомощность. Вот я ничего не могу, я бедная, я несчастная, я жертва, меня никто не любит. Вот это все показывает эта карта. Причем здесь это просто обычно мысли человека. Он просто вот накручивает себя, накручивает этими мыслями негативными. И ничего здесь страшного нет. Ничего и не угрожает, никто и не угрожает. Ну, это просто вот какая-то накрученность такая. Могут быть какие-то сомнения у вас, колебания могут быть в принятии решения. Вам может казаться, что вас много критикуют, осуждают, хотя, опять же, обычно это все надумано. Как-то вот вы, знаете, все будете принимать близко к сердцу на этой неделе. Вот еще и пятый дом всегда показывает, ну вот близко к сердцу. Вот что-то скажи, и вы раздуваете из мухи слона, и как бы эту историю сразу приукрашаете. Так что вот обратите на это внимание. Карта вот, когда я не верю в себя, не верю в то, что я молодец. Давайте посмотрим по сферам. Личная жизнь. Личная жизнь, шут. Ну, тут несколько вариантов. Шут это 0, то есть личной жизни нет, может так проигрываться. Почему? Ну, потому что, ну, какая личная жизнь в таком состоянии? Если ты закрыт, если ты подавлен, понятно, что никакой личной жизни тут речи быть не может. Также шут это легкость, показывает, что это какие-то легкие отношения. Если они есть, то они поверхностные, легкие, ничего серьезного. Так, может быть второй вариант. Что там еще может быть? Глупости, дурости можно наделать в семье, в отношениях по этой карте. Но опять же, возможно, вот это состояние будет на вас влиять, что вы там натворите каких-то глупостей. И знаете, какое еще бывает? Желание обнулить отношения. Вот вы себя накрутили, ой, меня не любит, не ценит, там на руках не носит, цветы не дарит, все, до свидания, да, то есть шут, обнуление.
Поэтому тут вот еще вот эти две карты показывают, что вы можете наделать глупостей и, допустим, порвать отношения на этой неделе, сжечь мосты, но это будет ошибкой, карта говорит, ты потом можешь пожалеть, потому что ты неправильно оцениваешь обстановку, неправильно даешь оценку отношениям из-за того, что у тебя вот это состояние. Так что вот если у вас будет желание сжечь мосты на этой неделе, не торопитесь. Нужно, чтобы вот это состояние ушло, и потом тогда будете принимать решения. Ну и из плюсов шут – это эксперименты, это какие-то креативные, интересные, такие необычные отношения, какой-то новый опыт. Например, когда мы начинаем отношения с человеком, с которым никогда вот не встречались. Ну, допустим, у вас всегда были люди спокойные, а это какой-то человек творческий, необычный. То есть это всегда вот какой-то новый опыт еще. Шут может говорить о том, что вас ждет в отношениях. Беременность еще может быть. Беременность неожиданно, это всегда сюрприз по шуту идет, незапланированная. Так что вот, может быть, вы узнаете о таком сюрпризе, и как бы это окажется, как у нас кажут, не на часе, не вовремя. И поэтому, вот, может быть, будет такое подавленное состояние. Так, ну, в общем, поняли. По отношениям здесь такая карта себе. Если бы другое состояние было, я бы по-другому ее трактовала. А так я отталкиваюсь от вашего настроения. Смотрим работу. Ну, кстати, на работе очень даже неплохая карта. Но здесь скорее даже, знаете, как, наверное, в вашем случае проиграется. Понятное дело, это, наверное, не вы, это кто-то. Сейчас даже спрошу. Скажите мне, здесь пажик показывает кого-то в окружении тельцов. Это кто-то? Кто-то в окружении тельцов? Да, нет? Да, это кто-то. Вот мне так сразу идея, сразу такая мысль пошла. Это не вы. Если бы, опять же, если здесь была бы какая-то хорошая карта, ну, это было бы ваше состояние. А так как нет, да, вот нет этого коннекта, не сходятся пазлики. Поэтому это кто-то. Смотрите, на работе, на этой неделе вашу работу может выполнять кто-то. Это карта помощника. Человека, пажик – это всегда тот, кто, вот, знаете, принеси-подай. Поэтому я думаю, что либо у вас будет какой-то помощник, который выполняет работу, либо, может быть, какой-то коллега просто ваши обязанности переложит на себя, потому что тут в этом состоянии, ну, вы не очень-то работоспособны, скажем так. Также может показывать, что вы кому-то не безразличны на работе, паж. Кто-то вот испытывает к вам симпатию и хорошо относится. Также эта карта учеников, помощников. Опять же, вот, возможно, вы будете кого-то обучать. Ну, опять же, не знаю, в таком состоянии кого-то обучать очень сложно. Ну, как вариант, может, у кого-то проиграется. То есть эта карта еще учеников показывает, что у нас есть в окружении люди, нам приходится с ними делиться информацией, обучать их чему-то, давать им какие-то советы. Поэтому, может быть, у кого-то так еще проиграется. И знаете, что еще может быть? Частичная работа. Паж всегда показывает 1/4 часть. То есть, когда, допустим, из объема 100% я на этой неделе могу выполнить максимум четверть, максимум, ни больше, ни меньше. Поэтому здесь вот карта еще может показывать, что, ну, с вас работник на этой неделе никакой. Вы сделаете очень мало. Практически работать, можно сказать, не будете. Так что вот такая здесь история. Если вы ищете работу, в принципе, эта карта может показывать шанс. Какой-то вот шанс, возможность найти работу. Но опять же в таком состоянии, скорее всего, что вы не сами найдете, а кто-то предложит. Пажи еще показывают предложение, приглашение. То есть вас куда-то пригласят. Я думаю, так, скорее всего. Хорошо, смотрим деньги. Угу. По финансам будут минусы идти. 5 пентаклей – это как раз карта минусов, потерь, финансовых потерь, какие-то крупные расходы, незапланированные, неожиданные. Карта пустых карманов ее еще называют. Кризиса ну, 5 это всегда кризис. Кризис, так как выпадает в сферу финансов, значит кризис в финансах. Нет выплат, переносят выплаты, там не приходит зарплата. В общем, получается, что деньги не приходят,
и при этом еще много расходов. И получается такой вот дисбаланс по этой карте. Долги могут появиться даже. Либо, допустим, нужно раньше времени оплатить кредит. Там звонят кредиторы там, с банка и начинают требовать. Вот, ну, карта очень неприятная. У вас, кстати, из-за нее может быть и вот это настроение, я даже так думаю. Оно же тоже должно было откуда-то взяться, не просто так. Поэтому я думаю, что вот начнутся какие-то финансовые вопросы, и вы из этого можете сильно переживать. Вот знаете, как эта карта как раз она показывает не свободу, такую вот ограниченность, внутренняя ограниченность. И вот она, эта ограниченность в финансах. Возможно, даже приходится чем-то жертвовать вот по этим картам. Ну, в общем, ситуация очень неприятная с финансами. Смотрим здоровье. А по здоровью отлично вообще карта выпала. Вот как раз, как я и сказала, Солнце в вашем случае для вас проиграется как улучшение здоровья. Прям, знаете, такой будет приток энергии, приток сил. Вы прям почувствуете, как вы наполнены этой энергией. Причем здесь, видите, физически вы чувствуете себя отлично на коне, а душевно очень плохо. Тут надо разделять, да, эти понятия. Физически это руки, ноги, голова. Ничего не болит, все работает как часы, ничего не беспокоит, все болезни уходят, все простуды проходят. Допустим, если у вас идет какой-то курс лечения, то эта карта говорит, он дает результаты. Если вы сдаете анализы, приходят хорошие новости о том, что да, вот все хорошо в этих анализах. Поэтому по здоровью здесь прям карта успеха, карта победы. То есть мы победили болезнь, мы победили какой-то вот недуг и так далее. Ну вот видите, опять же, это может быть и беременность. Допустим, не получалось долгое время, и победа получилась. Вот так может быть. Так что здесь у вас получается хорошая карта по здоровью. Ну, по личной жизни, я бы сказала, 50/50. А вот по финансам, ну и по работе, в принципе, тоже нормальная, хорошая. Здесь по финансам какая-то проблема идет. Финансы и настроение. Вот это два ваших слабых места на этой неделе. Смотрим, значит, совет. Что по совету? 8 плюс, ну, 0, понятно, не считаем, пажа не считаем, 5 и плюс 6. Карта Солнца, как совет выпадает. Карта Солнца, она что всегда советует? Она говорит, будь немножко оптимистичней, Солнце, видите? Добавь в свою жизнь радости, веселья, оптимизма. Уйди ты от этого настроения, от этой тоски и жертвенности. Начни ценить жизнь, начни радоваться жизни, начни воспринимать даже какие-то проблемы просто как задачи. Ну, не надо из этого делать какую-то трагедию. Вот карта может вам это советовать. Она говорит, у тебя сейчас есть силы, у тебя сейчас есть здоровье, у тебя сейчас есть везение, и ты можешь получить все, что ты хочешь. Просто нужно не замыкаться в себе и не замыкаться на этой проблеме. Вот так. Я думаю, что здесь вот совет. И это касается финансов. А так как это ваше слабое место, финансы, потому что вы у нас, да, то есть тельцы у нас отвечают за ресурсы, деньги, накопления. И как только у вас идут хоть какие-то малейшие там проблемки, вот такусенькие, все, у вас уже конец света. Поэтому вот здесь, видите, карта показывает, только пошел минус, все, вы сразу же как-то вот закрылись, почувствовали какую-то беспомощность, почувствовали какие-то сомнения и так далее. В общем, вот такой совет для вас. Главное с оптимизмом смотреть на жизнь. Что бы ни произошло, всегда можно заработать еще денег, в крайнем случае, даже если вы потеряли. Можно там попросить у близких, если нужны очень срочно. Всегда можно найти выход. Ну, на крайний случай взять кредит, на крайний случай уже. Поэтому вот так. Так что совет вам не впадать в уныние, а все вот эти ситуации воспринимать с позитивом. Воспринимать это, знаете, как некий такой урок. Просто урок для меня, и все. Благодарю за внимание, тельцы. Жду вас на своих новых видео.